11 часов дня 7 июля. Ольга Валерьевна, здравствуйте. О текущей эпидемиологической ситуации в Якутии. Здравствуйте. Текущая эпидемиологическая ситуация в Республике Саха-Якутия остается напряженной. Необходимо обратить внимание, что в целом с начала первого случая новой коронавирусной инфекции сегодня уже на территории республики зарегистрировано 4550 случаев на сегодня. За сутки зарегистрировано 46 новых случаев новой коронавирусной инфекции. Необходимо обратить внимание на то, что 37 из них приходится на город Якутск, 9 на районы республики. При этом, к сожалению, возникли завозные случаи в тех районах, в которых уже непосредственно обстановка была более спокойная. Это Алданский район, в дальнем населения в Хатастыр завезли случаи инфекции вируса. 3 человека там есть у нас зараженных. По 2 случая у нас зараженных есть в Мигино-Кангаласском, Мирнинском районах, и по 1 случаю зараженных есть у нас в Татинском районе и, соответственно, в других районах республики. Необходимо обратить внимание на то, что мы на сегодня дальше продолжаем оказывать нашу медицинскую помощь как в инфекционных стационарах, так и амбулаторно. И так как заболевание у нас проходит в несколько стадий и несколькими формами. А те, кто у нас проходит, чтобы было для всех понимание, кто проходит заболевание в легкой форме, они, как правило, проходят его амбулаторно, у кого есть условия в домашних условиях, на домашней амбулатории. Те, кто со средней и тяжелой степенью тяжести, то они у нас, естественно, принимаются в наших инфекционных стационарах. На настоящий момент нашими докторами вылечено 170 больных новой коронавирусной инфекцией за последние сутки. Мы считаем, что это достаточно такой хороший показатель, но необходимо обратить внимание, как вы помните, 2 недели назад у нас был достаточно большой подъем, и, соответственно, сегодня идет такое вылечивание наших больных. На что я хочу обратить внимание. Несмотря на смягчение мер, которые у нас в республике непосредственно были проведены, у нас остается и будет оставаться, даже на 3-м этапе самоизоляция для лиц, которые старше 65 лет и лиц, которые страдают хроническими заболеваниями. Чем это обосновано? Практика сегодня показывает, что это группа, которая наиболее подвержена именно сложному течению заболевания коронавирусной инфекции. И поэтому у нас как оставалось, так и остается главной задачей в республике – это охрана наших пожилых граждан. И, соответственно, это и задача каждого в семье, для того, чтобы как можно меньше у нас заразилось наших бабушек, дедушек и возрастных родителей. Это очень важно, потому что сегодня основные смерти, которые есть в республике, это граждане старше 65 лет, отягощенные теми или иными хроническими заболеваниями. Поэтому огромная просьба, обращать внимание на свое здоровье. Как мы и обещали, в течение последней недели мы проводим анализ, мониторинг всех вызовов на скорую помощь, которые есть у нас по городу Якутску. Достаточно часто возникают вопросы. Мы звоним в скорую, нам отвечают, что не могут приехать или не берут анализы. На что хочу обратить внимание, что мониторинг показал, что у нас есть только непосредственно 1 случай необоснованного отказа от госпитализации, тогда как количество случаев около 300 вообще у нас на скорую помощь приходит за сутки. Этот случай разобран, соответственно, виновные лица наказаны. Иных случаев необоснованных отказов у нас не было. Везде скорая помощь отрабатывает по алгоритму. Достаточно часто возникают вопросы, связанные, еще раз я уже говорю, достаточно это часто и буду постоянно повторять, связанные с тестированием. Тестирование сегодня необходимо лишь только контактной группе лиц. Такова методика Минздрава Российской Федерации. Так как болезнь развивается в несколько стадий, то попадание в группу контактов, оно обязывает человека сразу самоизолироваться, а медицинского работника через определенный период на 7-10 день взять анализ от момента контакта. И только если в случае у контактного лица повышается температура, только в этом случае, уже непосредственно вызывается скорая и берется анализ дополнительно. Поэтому сам по себе анализ как таковой, он по четким алгоритмам наши медики по ним отрабатывают. Спасибо.
Спасибо большое. Это был брифинг оперативного штаба по противодействию коронавирусу с информацией на 11 часов дня 7 июля. Оставайтесь с нами.